Я впервые услышал имя Владислава Арденбы, как и весь Советский Союз, с трансляции съезда народных депутатов СССР. И его выступление о том неблагополучии, которое складывается в Грузии, о том, что в Абхазии нарастает напряженность и есть проблемы с защитой культуры, с защитой традиций. Это был один из тех звонков, что в Советский Союз вступает в какую-то полосу испытаний. И, конечно, вот это явление, это его знаменитое выступление, оно ведь не только Абхазию всколыхнуло, оно привлекло внимание к проблемам абхазов в любом уголке Советского Союза. Поэтому уже когда я стал народным депутатом Российской Федерации и весной 92-го узнал о том, что грузинские танки вышли к границе Абхазии, я без колебаний направил 2 телеграммы. Одну телеграмму Шеварднадзе, только что пришедшему к власти, где сказал, что если вы вздумаете осуществить агрессию против Абхазии, то Россия не бросит Абхазию в беде, и Россия оставляет за собой право, я ни с кем не советуюсь, оставляет за собой право применить все необходимые меры для пресечения агрессии. А вторая телеграмма ушла в Верховный Совет Абхазии в поддержку Верховного Совета и незнакомого мне еще лично Арденбы. И уже во время войны, когда вот вместе с первой группой народных депутатов Российской Федерации я прилетел в регион, Тарас Миронович Шамба организовал нашу встречу с председателем Верховного Совета Республики Абхазии Владиславом Арденбо. Мы провели время, обсудили сложившуюся ситуацию после гибели Советского Союза. И я пообещал приехать. Но началась война. Мы встретились вначале с Владиславом Григорьевичем, потом перелетели в Сухум, встретились с грузинской частью Верховного Совета. И у вас там была такая энергичная, очень, я бы сказал, прошу прощения, истеричная женщина, такая депутат. То ли кабардинка, то ли кто, но не абхазка. Она депутат Верховного Совета, и она как раз мне сразу сказала: мы помним, как Арденбо размахивал вашей телеграммой, мы помним вашу позицию. И когда мы перелетели дальше в тот же день на встречу с Шеварднадзе, у него на мои слова, как только я вступил в разговор, была такая же истеричная реакция. Мои коллеги вначале высказались, такой напряженный разговор, но когда я в заключении сказал, я хотел бы тоже сказать несколько слов, вот тут Эдуард Шеварднадзе взорвался и говорит: мы все знаем вашу точку зрения по Абхазии, мы все знаем, как вы поддерживаете Арденбу. Что мои даже российские друзья на меня посмотрели, на него, что такое? Я говорю: ну если у нас нет точек соприкосновения, что мы будем терять время? И мы сразу в самолет и назад в Гудаут. Мне доводилось встречаться в те первые месяцы и годы очень часто с Владиславом Арденбой, потому что ведь каждую неделю так или иначе решалась судьба того, что происходит в Абхазии. Шла война. И, как правило, перед ключевыми встречами и совещаниями Владислав Григорьевич и его представители приезжали вначале ко мне, в нашу фракцию Верховного Совета. У меня кабинет превратился вот в такой штаб Абхазии, потому что у меня даже мои сибирские земляки, когда иной раз бывали, говорят: слушай, к тебе приходишь, то у тебя вице-президент Приднестровья Караман в кабинете сидит, то тогда председатель Верховного Совета Абхазии. Вот. Я говорю: да, потому что мы не бросаем наших друзей. Мы бьемся за то, чтобы их защищать. И я был признателен Владиславу Григорьевичу, когда он, допустим, в январе 93-го неожиданно позвонил и сказал, что хотел бы быть у меня на дне рождения, и приехал ко мне домой, знакомился там и с Алкснисом, и с такой блистательной певицей Татьяной Петровой, с Людмилой Зайцевой, нашей актрисой, которые тоже пришли меня поздравить. И мы вот совмещали просто дружеское общение с обсуждением проблем, что делать. И я убедился, насколько Арденбо героический человек.
Ведь в тот момент, ну ладно, мы депутаты были за, но не депутаты решали судьбы народов, президенты, исполнительная власть. А ведь Ельцин не просто так дал Шеварднадзе карт-бланш на агрессию. Ведь после совещания в Дагомысе Шеварднадзе и Ельцина 22 июня 1992 года Ельцин ему заверил, что если Шеварднадзе пойдет в атаку, в течение нескольких дней никто Ельцина не найдет. Он понимал, что Верховный Совет у нас не рептильное создание. Мы буйные люди, мы заставим его ответить на многие вопросы. И он сдержал свое слово. Даже Хасбулатов его не мог найти, председатель Верховного Совета. Но, к счастью, Арзенба и его соратники, все, кто тогда поднялись на защиту родной земли, к счастью, вы устояли. Вы устояли, пока поднимались народы Северного Кавказа, пока мы делали все, чтобы мобилизовать парламентскую поддержку Абхазии. Но все это ничего бы не дало, если бы Арзенба не оказался тем лидером, который способен и в одиночку, в закрытом кругу врагов отстаивать интересы своей республики. И нужно было проявлять чудеса дальновидности, чтобы сохранить позицию. И мы цитировали потом многие годы слова Владислава Арзенба, ведь когда Ельцин по недомыслию стал его упрекать, что ну вот у вас же в правительстве даже русских нет, вы же сами этнические там чистки сейчас грузин ведете. На что Владислав ему сказал: а у нас что, русские есть в правительстве России? Вот когда в правительстве России появится хоть один русский, мы сразу привлечем их и в наше правительство. И Ельцину нечего было ответить, потому что не было тогда в российском правительстве русских. Очень важно, когда во главе любого движения, тем более борьбы с недругами, борьбы с агрессорами, стоит человек, в которого веришь. И то, что в Арзенбу поверили, это во многом предопределило победу.